С завтрашнего дня в Якутии увеличатся тарифы за коммунальные услуги. Рост цен коснется оплаты отопления, электроэнергии и водоснабжения. Насколько изменятся цифры в платежных квитанциях, узнал наш корреспондент Сергей Алексеев. С 1 июля изменения по видам услуг составят 15% для электроэнергии, 11% для отопления, более 7% для газа, 13 и 12% составит рост для холодного и горячего водоснабжения соответственно. В то же время якутяне оплачивают лишь малую часть от экономически обоснованного тарифа за ЖКУ. Остальную часть берет на себя бюджет республики согласно закону о льготных тарифах для населения. Каждый гражданин нашей республики получает так называемую скрытую дотацию, потому что он платит по льготным тарифам для населения, а экономически обоснованную разницу в тарифах возмещаются предприятию в виде субсидий из республиканского бюджета. К примеру, для семьи из 3 человек, проживающих в благоустроенной квартире площадью 63 квадратных метра, платеж возрастет на 810 рублей в городе и на 583 рубля в селе. В частично благоустроенной квартире площадью 48 квадратных метров на 365 рублей в городе и на 163 рубля в селе. А владельцы частных домов с газом заплатят больше на 440 рублей в городе и на 369 рублей в селе. В то же время в ГУП ЖКХ обращает внимание населения на то, что изменение платы зависит не только от тарифов, но и от объема потребления. То есть фактически расчет платы в каждой конкретной семье может сложиться по-разному. При наличии приборов учета платеж в основном сложится в меньшую сторону от предельного индекса. Якутия занимает 2-е место по дешевизне цен на ЖКУ на Дальнем Востоке страны. Здесь средняя ежемесячная плата составляет 9500 рублей. Самые низкие цены в Еврейской автономной области. Там коммуналка обойдется в 7300 рублей. Больше всего по кошельку бьют на Камчатке. Там в месяц за коммунальные услуги платят в среднем 17 тысяч рублей. Сергей Алексеев, Афанасий Николаев, Василий Соловьев, НВК Саха-Якутск.